В Якутске состоялась стратегическая сессия, посвященная вопросам развития предпринимательства и борьбе с теневой экономикой, а также потенциалу туристической отрасли. Обсуждались проблемы, с которыми сталкивается как легальный бизнес, так и сфера туризма в столице республики. Наша задача помочь предпринимателям. То есть мы же не представители власти, мы просто такие же предприниматели, как и все остальные, которые хотим помочь. То есть у нас есть какие-то определенные наработки, которыми мы желаем поделиться. Одной из ключевых тем стал нелегальный бизнес. Была озвучена тревожная статистика. К примеру, в городе Екатеринбурге с населением в 1,5 миллиона человек насчитывается 272 точки общепита, предлагающие шаурму, тогда как в Якутске с населением в 400 тысяч их уже 146. Большинство таких заведений работают без необходимых санитарных документов и не охвачены федеральным контролем через системы «Меркурий» и «Честный знак». Легальные предприниматели Якутска обеспокоены процветанием нелегального бизнеса. Нет достаточного взаимодействия между контролирующими органами, такими как МВД, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. У нелегального бизнеса нет соответствующей регистрации, а значит нет оснований его контролировать, в то время как законный бизнес находится под пристальным вниманием и несет полную ответственность. Участники сессии предложили комплекс мер для исправления ситуации. Усилить требования к деятельности управ городского округа, истинных хозяев этой земли со своими соответствующими службами по наведению порядка на своей территории. Ведь это очень важно, когда управа становится хозяином той территории, и которая несет полностью ответственность. Сейчас посмотрите, любой объект, который, можно сказать, нелегальный, мы не можем найти ни хозяина, ни ответственного, кто бы нес ответственность за безопасность человека. Провести анализ полномочий, находящихся в компетенции структур государственных и муниципальных органов с последующим наделением на законодательном уровне функций по борьбе с нелегальным бизнесом. Советуем все-таки самим контрольно-надзорным органам усилить взаимодействие между собой. Вот эти цепочки, которые сейчас связывают их, так как очень много программ, очень много подведомственных приказов, распоряжений и вышедших законов, они провалят цепочки взаимодействия. Другие блоки сессии также выявили неутешительные результаты. В рамках обсуждения новых инициатив было предложено создать мобильную версию портала «Мой бизнес» и определить постоянное место для встреч молодых предпринимателей. Мы говорим про цифровизацию, про цифровой продукт. Хочется, чтобы у сайта «Мой бизнес» и вообще в целом появилось мобильное приложение, либо для мероприятий с фильтром, чтобы можно было узнавать обо всех этих мероприятиях, о встречах и прочего в одном месте. Вопрос вообще в целом про меры поддержки, про информирование очень остро стоит. Не хватает нам места и площадок, да, и какой-то коммуникации между, чтобы всю эту историю можно было бы находить и обсуждать в каком-то одном месте. По направлению развития туризма в Якутске отмечается полное отсутствие даже наметок плана развития, при том, что мастер-план города формируется без учета туристического потенциала. Но нету, скажем, даже этой территории единой концепции. Или, скажем, вот район птицефабрики. Сейчас там начинается, сейчас построил там в Луцком наш часовню. Сделали дорогу. Это хорошо. Сейчас потоки туристов туда едут. Ну, не туристов, всех. Горожане, на машинах. Но они потом дальше езжают на особо охраняем природную территорию. Мы создаем одно, а начинаем ломать другое. Понимаете, это вот не государственный подход ко всем этим процессам. В блоке, посвященном молодежному предпринимательству, молодые бизнесмены указали на дефицит актуальной информации для начинающих. У нас невосприятие информации молодежью, то есть у нас все меры поддержки на текущий момент имеются, вся инфраструктура поддержки она уже есть, но молодое поколение оно не воспринимает информацию. Отсутствие коммуникационного моста, да, с исполнительных органов власти с молодыми предпринимателями и также нежелание работать легально, а быстрые заработки, не выстраивание положительного имиджа, да, вот, деловой репутации предпринимателя. Решение – это организовать форум молодых предпринимателей, да, в Республике Саха-Якутия. То есть мы уже планируем,
да, данное мероприятие, это как раз-таки может быть стать драйвером, да, вот мостом связи, да, с исполнительных органов власти. Мероприятие проходило в рамках декады, посвященной предпринимательству, и было инициировано Координационным советом по предпринимательству и туризму при главе Якутска, Якутским региональным отделением «Деловая Россия» при поддержке Якутархеология и региональных департаментов. Достаточно важно, что мы болевые точки зафиксировали, определили, какой механизм должен быть, чтобы их отработать, и начнем отрабатывать. Вот все, что будет от нас зависеть, мы постараемся сделать. По итогам сессии был разработан проект резолюции, включающий предложения участников по стимулированию предпринимательской деятельности и развитию туризма в Якутске.